Здравствуйте, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. В третье воскресенье марта в России традиционно отмечается День работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, но, попросту говоря, День работников ЖКХ. Это праздник тех людей, кто изо дня в день трудится на благо якутян. Это большой комплекс, который должен работать даже не как часы, а как единый живой организм. И, конечно, особенно важно быть всегда начеку в наших суровых климатических условиях. И сегодня у меня в гостях первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников. Добрый вечер, Дмитрий Дмитриевич. Добрый вечер. Но что мы с вами давно знакомы, вместе работали в мэрии, в правительстве, вы неотъемлемая часть команды Айсена Николаева, главы нашей республики. Вот насколько тот опыт, который вы приобрели в муниципалитете, на земле, полезен сейчас? И что самое сложное теперь? Скажу, что да, действительно, тот опыт, который у меня есть, он начался по земле, скажем, с работы... Вообще в управе Сайсарского округа? Да, с назначения главой управы Сайсарского округа, это 2006 года. И когда Арсений Сергеевич стал главой города, мэром, когда вы пришли с командой Арсения Сергеевича, меня Арсений Сергеевич назначил первым заместителем главы города Якутска. Это был 2012 год. По ЖКХ как раз. По городскому хозяйству, да. Там нам хватало, как говорится, работы. И, конечно, опыт работы муниципалитета – это действительно самый, наверное, неотъемлемый опыт, да, потому что непосредственно работаешь на земле, сталкиваешься с разными ситуациями непосредственно. И я считаю, что это очень хороший багаж для того, чтобы здесь чувствовать и работать уже на уровне правительства со всеми муниципальными образованиями. Понимаешь уже, как я понимаю, как они работают, взаимодействуют с ними. Да. Ага. А вот что сейчас, что самое сложное вот сейчас в работе? Конечно, это, безусловно, аварийные ситуации, разные ситуации, которые у нас складываются в экономике, да, и по работе предприятий. В этом плане, конечно, и интересно, и сложно. Да? И когда сложности преодолеваешь, как-то такое чувство, есть определенной гордости и вкус победы, скажем так. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Дим Димович, у меня вот еще такой вопрос возник. Сколько времени вы в командировках проводите? Мне кажется, в кабинете вот не больше 50% времени точно. В командировках я часто бываю, да, это по районам республики, и по линии жилищно-коммунального хозяйства, по линии чрезвычайных ситуаций, минной экологии в Москве и других регионах нашей страны. И сказать, что очень часто бываю в командировках, тоже не могу, да, в то же время... Но когда какие-то пожары, паводок, вы же выезжаете? Да, конечно, в этом плане, конечно, работать непосредственно на участке это намного эффективнее, да, и намного, осязаемо для себя. То есть вы считаете, что руководитель должен все-таки выезжать, да, сам непосредственно? Желательно. Желательно, чтобы владеть ситуацией. Порой бывает так, что мы порой мы упускаем, когда доклады порой не бывают корректными. И в этом плане, лучше быть на месте, там, как говорится, да, своими глазами видеть и руководить с места, чем, скажем, с кабинета и находясь не в видении, да, тех или иных событий. Сегодня 25 лет исполняется Министерству ЖКХ и энергетики. Да? То есть не просто День коммунальщика, а вот еще и юбилей министерства. Вот каких успехов удалось добиться? Не за четверть века, за последнее время. Какие процессы стали более автоматизированы, чем можно гордиться? Начнем с того, что в свое время Министерство, в российском уровне Министерство ЖКХ и Министерство строительства, они совмещенные. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, да, вот так и называется. И мы
вынуждены региональные два министерства головных, скажем, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, Минстрой региональный, обращаться к одному министерству. В то же время понятно, что у нас вопросы ЖКХ, они намного глобальнее, чем, скажем, в центральных регионах нашей страны. С нашими просторами, с нашими территориями, с климатическими условиями. Конечно, то, что в свое время, 25 лет назад, принятое решение, оно было абсолютно правильное, отделив Министерство ЖКХ и укрепив таким статусом, безусловно, есть уровень. И в этом плане, конечно, когда общаешься, скажем, с федеральными структурами, конечно, они относятся с большим уважением, учитывая и зная наши климатические условия. Но 25 лет это, конечно, возможно, для кого-то это небольшой срок, но в то же время целая жизнь. Для кого-то это целая жизнь, да. И в этом плане, конечно, работникам Министерства ЖКХ, бывшим работникам, я бы, конечно, безусловно, поздравил с юбилеем, потому что работать в МинЖКХ – это такой труд, который, наверное, знают те люди, которые только работавшие в нем, да. Люди начинают работать с 9 и уже доходят до московского времени и вынуждены работать уже федеральным центром до позднего вечера. И в последние годы мы гордимся тем, что хорошо отработали с фондом с фондом ЖКХ, реформирование ЖКХ, который переименован сейчас в фонд развития территории. И здесь мы немало лептов вложили для того, чтобы привлечь деньги по модернизации, скажем, наших структур, инфраструктур. Модернизация коммунальной инфраструктуры, да, как раз? Да. Она по линии вот этого фонда проходит. Да, и МинЖКХ, конечно, и занимается тем, чтобы идти в ногу временем, да, со временем. И, конечно, вот новые требования, новые веяния, которые у нас есть в жизни, они тоже сопричастны, и мы уже несколько лет занимаемся тем, чтобы те же программные продукты и ЖКУ, да, для того, чтобы была прозрачность платежей, начислений. Это все уже мы, как говорится, в современном мире, как говорится, с этим продуктом, с таким отношением уже более, скажем, становится ясно. И сейчас последние 2 года мы объединенный платежный документ внедряем, программу, да, ее в пилотном проекте в том году ее внедрили по городу Якутску, и мы сейчас потихоньку развиваем этот продукт и программу уже по центральным и по южным районам, и в целом по республике. Это мы считаем, что одни из таких достижений, которых можно и гордиться. В то же время, мы знаем, да, и помним, как в свое время создавалась и реформировалась такой сложный сектор, как ЖКХ. Куча управляющих компаний, непонятных начислений, люди платят, при этом соответствующие услуги не получают. Даже в центре столицы, здесь мы, когда приходили, там в тех же домах крупнопанельных, всегда под домами были куча аварий, и это как-то порядка там точно не было. И в этом плане приходилось и муниципальным властям, и региональным, и в целом властям краснеть за такую картину перед жителями. Но потихоньку мы уже наводим в этом плане порядок и, конечно, должны в этом плане стремиться и улучшать. А там порой даже получалось так, что платежи жителей, они не доходили до поставщиков ресурсов. Абсолютно верно, да. Так и было. Очень много сейчас нет тех компаний, которые, скажем, были в то время, гремели, скажем, да, своим названием, там, призывами, скажем, о хорошей жизни, да, в то же время при этом не оказывая те услуги, уже ушли на нет, при этом в куче долгами, и результат мы видим, что то, что предприятие уже, имея, как говорится, задолженность от скажем, контрагента, уже не могут получить тех денег, которые были в свое время начислены управляющим компаниям, жителям.
И здесь, конечно, эхо вот этих отношений до сих пор оно остается. А вот этот вот единый платежный документ, там деньги, которые мы платим, горожане, ну и жители районов республики, они поступают конкретно уже, Да, да, по... да, там уже оно начислено, и сегодня уже непосредственно и ресурсоснабжающие организации, и управляющие компании, и организации, которые включены в этот единый платежный документ, они получают непосредственно уже по адресату. Напрямую, то есть Напрямую, да. там адресация автоматически да. происходит. Ну вот вы начали про модернизацию коммунальной инфраструктуры. Вот, во-первых, что она в себя включает? Это строительство новых котельных только? Или это автоматизация какая-то? Или это там, может быть, трубы меняются? Ну вот я знаю, что в Барагонцах ввели котельную в 2022 году, и в 2023 анонсировали строительство еще 9 новых котельных. А вот что туда еще входит? Ну, начнем с того, что сделано уже? Мы вот в этом плане последние 5 лет, с 2018 года, да, когда Арсений Сергеевич пришел, мы построили 97 котельных. 97 котельных, из них 14 в 2022 году. Ежегодно мы подключаем частный сектор, многоквартирные дома к центральному отоплению, более 1000 домов. И это, я считаю, что одним из больших достижений современности, когда люди получают удобство в тех же наших, как говорится, районах, в которых, как говорится, этих удобств раньше не было. То есть эти котельные, они строятся взамен старых, или они многие там, где вообще не было центрального отопления? Модернизация котельного оборудования, это как жизнь, да, оно имеет свой срок службы, а в наших условиях срок службы при таком интенсивном... Износ быстрее происходит. Износ происходит, безусловно, быстрее. И в этом плане, конечно, работа с такими институтами, как фонд ЖКХ, фонд развития территорий, они нам дают, как говорится, в этом плане ускориться и за счет привлеченных средств. Не только за счет, как говорится, инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций, но за счет, скажем, средств, которые дают такие институты финансовые. И здесь надо сказать, что страна и руководство страны, понимая вот этот, именно создали эти фонды для того, чтобы мы работали с такими фондами, имеется в виду регионы, и получали от них деньги. И я могу с гордостью сказать, что когда я в 2018 году пришел в команде Арсения Сергеевича, республика получила только 20 с лишним миллионов на канализационно-очистную станцию Чурапчинского района. А сегодня мы можем констатировать, что вот за 5 лет мы получили с фонда реформирования и фонда развития территории 3 с лишним миллиарда рублей. Я считаю, что это наше большое достижение путем переговоров, работы с фондом. Это заслуга работы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных образований, властей на местах. И, конечно, это дорогого стоит. При этом правило работы фонда раньше, если было направлено на модернизацию и на строительство котельных, здесь правила игры следующие были. Это 60% оплачивает фонд, это деньги безвозвратные, и 40% это 20% регион оплачивает, и 20% это либо предприятие, либо муниципальная власть. Здесь как бы комбинированное финансирование, и это такой живой механизм, когда были заинтересованы, чтобы и регионы, и этот. Но другое дело, у нас наши районы, конечно, все дотационные, и предприятия тоже, когда вынуждены сокращать свою ремонтную программу, инвестпрограмму. И, конечно, это меняло, как говорится, программные подходы, планы свои. И в этом плане, конечно, есть определенные нюансы. Но при этом, повторюсь, у нас благодаря этой работе мы привлекли только с этого фонда более 3 миллиардов рублей. Сегодня идет новая программа, это замена инфраструктуры. Здесь программа работает в следующем режиме. Это то, что Якутия стала одним из 14 субъектов, которые в эту программу вошли. Да, мы в этой программе вошли. Очень хорошо, что фонд нас поддержал, руководство страны поддержало. И мы попали в числе 14 регионов, которым
мы заявились, и наши заявки были одобрены. Здесь 80% это безвозвратные деньги фонда, и 20% это наши деньги ресурсоснабжающих организаций. Сегодня мы участвуем в этой программе и будем работать в 16 районах. Где-то 92 с лишним километров сетей мы заменим. Из них это какие районы? Это большинство районов, где работает наше государственное унитарное предприятие ЖКХ Республики Саха-Якутия, КУП ЖКХ, и коротко, да? А глобальные, скажем, сети и большой объем возьмут. Это Усалданский район, где-то 25 километров, Амгинский район возьмет, и уже пойдет дальше территории, которые тоже заявились, да, и частичная замена. И при этом замена, у нас есть участки, где трубы проложены где-то даже в 80-х, 90-х годах проложены участки. Есть трассы, да, которые сегодня непосредственно требуют замены. И сегодня вот эта программа, безусловно, нацелена на то, чтобы было энергосбережение, да, чтобы потерь было меньше. И, конечно, это очень хорошая программа, и мы очень рады и гордимся тем, что попали в этот числе 14 регионов, в котором и мы сегодня, скажем, вот 2 года пробных, да, пилотных, а потом мы по мере реализации ее, а цена вопроса это где-то 700 с лишним миллионов рублей. И здесь мы будем только, как говорится, стремиться к тому, чтобы дальше участвовать и побольше, как говорится, сетей поменять, чтобы мы, как говорится, в более спокойном режиме переживали отопительный сезон. Ну, давайте вернемся в столицу, да. У нас вот давно вопрос стоит строительства полигона твердых отходов. Такой вот, важная тема. На какой стадии вот все оно сегодня? Что там, какие сложности, почему? Начнем с того, что да, это на самом деле моя большая мечта, чтобы закрыть существующий полигон города Якутска. Полигон, он тоже, как говорится, с советских времен функционирует, да, давно себя, как говорится, изжил, ресурс своих уже несколько раз перенес, выработал, и в этом плане даже есть судебное решение о закрытии этого полигона, но в свете строительства нового полигона мы доказали о необходимости продолжения функционирования данного полигона. При этом, конечно, полигон мы в этом году должны закрыть. Есть поручение нашего главы региона Арсения Сергеевича Николаева, который был главой города Якутска, не понаслышке знает о ситуации. Несколько раз был на пожарах, которые там происходили, непосредственно сам. И в этом плане, конечно, он от нас требует скорейшего закрытия. Конечно, реализация нового полигона, оно требует нескольких, скажем, мероприятий, которые тоже должны быть сопряжены реализацией и вводом данного объекта. Это, в частности, строительство мусороперегрузочной станции по Вилюйскому тракту в 8-м километре. В части реализации самого полигона цена вопроса тоже, она уже выросла, да, от тех параметров, которые они были у нас объявлены на начальном этапе. При этом полигон непосредственно города Якутска строится за счет региональных денег. И сегодня мы реализовываем 2 карты из 5, и 2 карты уже готовы будут работать этой осенью и принимать первые, как говорится, отходы, которые будут идти непосредственно с мусороперегрузочной станции. Так, 2 карты из 5, это 2 части из 5. Я вот не очень понимаю в этих терминах. То есть там 5 частей каких-то? Да, получается полигон, непосредственно вот территория полигона, оно поделено на 5 участков. 5 участков, из них 2 больших, они будут уже в этом году запущены и уже готовы принимать, скажем, отходы, которые будут идти уже
отсортированный, прессованный с мусороперегрузочной станции. И это позволит старый полигон закрыть? Этот, безусловно, с открытием нового полигона мы закроем старый полигон и будем ставить вопрос по рекультивации данного полигона. Это через линии Министерства природных ресурсов. Из-за того, что в свое время не построили полигон, да, города, мы не смогли закрыть и не смогли попасть непосредственно в программе по рекультивации, которая, безусловно, тоже требует больших денег. И без федерального финансирования мы, конечно, этот полигон рекультивировать вряд ли сможем. Хотя, конечно, здесь рекультивация уже тоже, как говорится, должен стоять, как говорится, одним из первостепенных. Здесь почти треть населения республики проживает, больше, да, населения, и, конечно, состояние воздуха, в целом городской экологии, оно требует непосредственно рекультивации данного полигона. И мы будем стремиться к этому, чтобы с реализацией и с открытием нового городского полигона уже вперед выйдет вопрос рекультивации старого полигона, который уже, как говорится, всем... Тогда, получается, если 2/5, грубо говоря, вот этого полигона нового будут открыты, ну, планируется, что будут открыты осенью этого года, тогда мусороперегрузочная станция тоже уже начнет работу? Да, он у нас, согласно конституционному соглашению, ее реализует предприятие АЕЛГА, подписано соглашение. Сегодня в свете поднятия цен, завышения, да, материалов строительных идет пересчет сметной документации, и, возможно, мы будем дополнительно подписывать конституционное соглашение. При этом, безусловно, требуем, чтобы АЕЛГА начала реализовывать и строительство мусороперегрузочной станции. Сегодня мы буквально вышли на финишную прямую и уже работаем в этом направлении. Сегодня уже на площадке выдвигаются техники для того, чтобы уже начать расчистку завоза, как говорится, сваи, чтобы начать строительство. И сегодня партнер уверяет, что он обязательно в сроки уложится, построит и введет мусороперегрузочную станцию. Ну, то есть, получается, если полигон строится за республиканские деньги, то мусороперегрузочная станция, она должна сама себя окупать, она на как бы деньги инвестора строится. Да, это привлеченные средства, у которых привлекает концессионер. И сегодня и мы должны будем расплачиваться за мусороперегрузочную станцию в будущем, чтобы станция осталась, и стала государственной. Или мы будем продолжать работать с партнером частным. Но это время покажет. Ну, это государственно-частное партнерство. Да, да. Вот по программе «Чистая вода» в 2023 году тоже было анонсировано, что будут введены 6 новых объектов. В каких районах, вот интересно, и вообще как будет реализовываться программа в этом году? Ну, по чистой воде, да, это то же самое. Работа непосредственно, которая добилась Министерства жилищно-коммунального хозяйства, да, работа Минстроем Российской Федерации. И здесь реализовывается по этой программе в следующих районах. Это в Амгинском районе 2 водочистные станции, это село Амга и Алтанца. Бестях в Ангаласском районе, поселок городского типа Верхоянск. И Алекминск, 2-й этап. И идет 2 объекта через муниципалитетов. Это в Сунтарском районе, село Сунтар, село Бердикостях в Горном районе. Сегодня ряд объектов, это Бестях и Верхоянск, они имеют 2-годичный этап, да, реализации. А вот 5 станций, которые у нас идут, это в Горном районе, и Сунтарском, и Амгинском,
районах, и мы будем их реализовывать в этом году. И жители данных населенных пунктов уже будут получать чистую очищенную воду. Сегодня уже работы ведутся на строительных площадках. При этом мы торопим события и по Бестяху Хангаласского района, и тем самым у нас планка стоит реализация шести объектов водоочистных станций. Конечно, есть требования, да, по реализации данной программы, есть поручение президента страны, чтобы население страны больше, как говорится, потребляло чистую воду. В конце концов, вода – это здоровье, и в этом плане, конечно, мы, реализуя данную программу, конечно, выступаем тоже, в том числе, за здоровье нации. Вы, отвечая на один из первых вопросов, сказали, что самое сложное – это когда происходят аварии. В этом году у нас в начале года было, в конце прошлого года и в начале этого года, да, было большое количество энергоаварий по республике, там, в поселке Светлый с водой, с электроэнергией, там, и так далее, и так далее. И на днях новость прошла на государственном портале, что Арсений Сергеевич Николаев, глава республики, дал ряд поручений по сокращению числа энергоаварий. Как будете выполнять? Кто будет выполнять? Здесь я бы так, скажем, комментировал следующим образом, то, что аварии действительно их по линии энергетики чуть больше, стало их на 5% больше, чем предыдущие годы, да, и причем аварии происходят в таких больших сетях, да, сетях на 220, и в этом плане, конечно, и урона, и, как говорится, скажем, жители больше страдают, и в этом плане, конечно, Сата, Владимир район, чего ощутимо, стоит? Да, ощутимо, и в свете современных технологий это быстрее, как говорится, распространяется, и при этом такая ситуация, то, что с энергетикой, возможно, такая, может быть, складываться такая картина. И Арсений Сергеевич совместно с руководством Минэнерго инициировало проведение Дальневосточного штаба федерального с участием министра Минэнерго Российской Федерации у нас в городе Якутске, то есть на территории республики. И где у нас энергетики доложились о том, что энергетическое хозяйство Дальневосточного федерального округа, в том числе Республики Саха-Якутия, готова к отопительному сезону 22-23. Но, как видим, у нас аварии произошли, да, и сегодня за подписью главы региона Арсения Сергеевича направлены письма на руководство Минэнерго на имя Шульгунова, да, и на имя Россети направлено на имя Рюмина, отправлено тоже письмо о ситуации, которая у нас сложилась в рамках прохождения отопительного сезона. Конечно, приятного здесь мало, но при этом сегодня у нас энергетики заверяют, что все неприятности, которые происходили, они учтены и они взяты в работу, и мы надеемся, что в следующие зимы мы таких катаклизмов не встретим. Как раз есть вопрос от телезрителя по этой теме. После каждого сильного ветра в соцсетях появляются фотографии с поваленными столбами, обрывами проводов. Неужели нельзя вкопать столбы глубже, а провода закрепить лучше? Конечно, это можно, да. Для простого обывателя, конечно, это ужасная картина, да, безусловно. И при этом мы должны понимать, что обычно падают столбы, которые уже изжили свой срок. При этом я хочу сказать, что на самом деле... Значит, их вовремя не поменяли. На самом деле Якутэнерго последние годы выполняет, в отличие от прошлых лет, свои инвестпрограммы и ремонтные программы, по крайней мере. И здесь тут сказать, что где-то, конечно, есть недочеты, но это как раз недочеты исходят
скажем, с тех давних лет, когда ремонтные программы, к сожалению, ПАО «Якутэнерго» Не проводила, скажем, в полном объеме. Да, абсолютно правильно. И в этом плане, конечно, с приходом того же Александра Степановича Слойка, Алексея Александровича Стручкова, на самом деле, здесь я хочу сказать, что мы следим за реализацией их ремонтных программ. Здесь энергетикам надо дать должное, что они в этом плане последние годы, как говорится, стараются выполнять ремонтные программы. Если бы они шли по накатанной тех лет, здесь бы аварий было бы намного больше, чем, скажем, сегодня у нас есть. Хотя сказать, что сегодня их мало, тоже, конечно, язык не повернется. А что насчет строительства высоковольтных линий Сулакчи-Амга и Сунтар-Нюрба? На какой стадии это тоже такие, скажем, больные вопросы, больные направления, с которыми испытывает наше население этих районов. И в этом плане Сулакчи-Амга у нас в Восточно-экономическом форуме 2022 года было подписано соглашение о реализации. Здесь тоже будем проходить через концессию. И сегодня идет пересчет. И главная загвоздка тем, что те люди, которые хотят реализовать данную программу, и энергетики мотивируют тем, что требуется там более крупный потребитель. И в этом плане, конечно, мы считаем, что позиция абсолютно неправильная. И Арсений Сергеевич также считает, что позиция неправильная. И он требует, чтобы данные направления и была реализована, и ремонтные программы были проведены. В части западного вопроса, то здесь я скажу, что тоже назревший вопрос, он стоит в программах СИПРа, да, программы, который по замене, и он будет проходить, и он будет реализован со всех сторон. Эта программа одобрена, обоснование замены есть, и он будет заменен 23-26 года. Расстояние данной трассы, данной линии 159 километров. И в этом плане, конечно, это не одного дня работы, да, не одного года, не одного сезона. И при этом, конечно, мы за указанный срок уверены, что мы это реализуем, и замена произойдет. Хочется еще успеть про Северный завоз немножко поговорить. По Северному завозу мы сегодня, в отличие от прошлого года, идем с небольшим опережением, да. При этом, конечно, погодные условия, которые сегодня складываются, большой снежный покров, ветровые нагрузки и отсутствие, скажем, партнеров по завозу, как говорится, нас требует внимания. И в этом направлении особое внимание мы следим за работой КУПа ЖКХ и их партнеров, да, потому что у нас завоз по ряду северных районов, скажем, находится в таком пограничном районе критики. И в этом плане, конечно, мы уже, проведя штабы по завозу топливных ресурсов, требуем, чтобы они пошли на опережение и усилили внимание в этих районах. Мы где-то 4 района видим, что там тяжело. Это Колыма, Оленек, Эбеново-Тантайский район, МОМА. Конечно, мы следим. И будем до конца требовать, чтобы программа завоза не была сорвана, а была реализована полностью. Недавно была новость о том, что от Сунтара до Алекминска будет построена круглогодичная дорога. И вот это позволит, в частности, оперативно доставлять как раз это топливо. На какой стадии там сейчас это все? Только проектируется? Да, это проектируется. Таких желаний-то на самом деле очень много, да, в том числе по северным районам. Но, как говорится, время покажет, насколько мы сильны в этом плане, насколько были правы. Но все равно вот эти планы, эти намерения, если не нами, то другими оно будет реализовано. Ну что ж, у нас время эфира подходит к концу, но в преддверии праздника у вас есть возможность обратиться к якутянам и поздравить их причастных.
праздником. Ну, конечно, я хочу поздравить всех работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным днем. В нашей отрасли, считаю, работают люди мужественные, смелые, патриотичные, скажем, фанатичные, любящие свою профессию. Конечно, если бы тут погодные условия, да, которые у нас происходят, люди терпят, а металл не терпит. Вот в таких условиях наши якутские коммунальщики работают. И я хочу сказать, что выразить слова благодарности за их труд и пожелать им успехов, здоровья, счастья семейного, личного, достижения успехов, побед и, конечно же, такого мира и добра. Ну что ж, мы присоединяемся к этим пожеланиям. Спасибо вам, что пришли в студию. Ну что ж, выпуск программы подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.